Я буду добиваться своей цели и стараться одержать победу. В этом конкурсе много девушек, и есть достойные, есть слегка не очень. Я люблю себя, я хочу попробовать для себя что-то новое. Я готова на все, буду усиленно тренироваться, заниматься. Честно говоря, до этого я мешкалась, думала, участвовать, не участвовать. Что-то как-то слишком было для меня, это не мое как будто, да. И сейчас я думаю, просто поучаствовать хочу, не то чтобы ради победы. До финала конкурса «Красавица Кыргызстана-2016» осталось чуть больше недели. Девушки продолжают самосовершенствование. Они занимаются хореографией, оттачивают походку, учатся позировать и четко говорить. Немаловажное значение в работе модели играет ее внешний вид. Ведь лицо для нее – визитная карточка. Не зря говорят, что встречают по одежке, а в нашем случае – по прическе и макияжу. Сегодня мы будем с вами разбирать основу макияжа, а именно контурирование лица и легкий макияж глаз. То есть основная часть у нас именно яркая будет это контурирование. Мы перед тем, как нанести макияж, мы всегда очищаем лицо. Мы очищаем лицо либо тоником, если у вас есть тоник, либо молочком. Я пользуюсь молочком, потому что это происходит в два этапа. Первое очищение, второе сразу увлажнение. Мы очищаем всегда по массажным линиям, чтобы не растягивать кожу. Нужно ее беречь. Непростую миссию модель решила взять на себя участница конкурса Мадина. И это неудивительно, ведь она лидер у девочек, которая всегда собирает и готовит их к репетициям, следит за тем, чтобы все пришли. Я вообще себя считала лидером, и плюс меня еще назначили старостой, поэтому я была в себе уверена. Я смотрю за поведением, я, получается, оповещаю их. Например, если надо кого-то обзвонить, я делаю всю работу за всех девочек. А кого же сами участницы считают лидером? Лидером бы я назвала Мадину. Остальные мы подружились вчетвером с девочками, и мы как-то вчетвером, может быть, ведем эту всю группу. Что-то так. Всех строим, где-то всех направляем, но мы не идем на конфликты с девочками. Лидером я назвала бы 2-3 девушек. Это Мадина, она лидер, она активная девушка. Скажем, Мадина, она очень такая способная девушка. По мнению, это Ахбермет. Она очень хорошая девушка, мне просто она понравилась. Она очень уверенная в себе девушка. Мадина, Ахбермет, наверное, вот они как-то. Сегодня уже никого не удивишь знаниями основ макияжа. Как наносить тональную основу или снимать макияж, знает, пожалуй, даже пятиклассница. Однако визажист решила все же напомнить девочкам о некоторых правилах. Если у кого-то кожа очень сухая, используйте средства для снятия макияжа с увлажняющим эффектом. Если наоборот жирная, то используем средства, которые подсушивают наши прыщички и убирают лишний жир. Перед тем, как наносить макияж, нежелательно скрабить лицо, иначе частички косметики будут забиваться в поры, и у нас будут появляться покраснения нежелательные или также черные точки. Цель моего участия. Я считаю, что каждая девушка в нашей стране, она по-своему особенная. И именно этот конкурс – это отличная возможность проявить себя. Я считаю, что это харизма все-таки. Умение держать себя на публике, перед людьми.
То есть именно тот момент, когда выходишь на сцену и не теряешься. То есть я считаю, что это главный аспект. В прошлом году, когда я по телевизору, поскольку показывали, конечно, появилось желание участвовать. И в этом году, то есть, поскольку я являюсь новенькой, то есть я вчера только пришла, я до последнего думала, может, в этом году рано. А потом подумала, что на следующий год мне уже будет 20. И все-таки, как говорится, попытка не пытка. Было ли вам это неприятно или все-таки вы подумали, что поделать, таково наше женское общество? Наш женский организм и вообще наша женская логика, она, наверное, так и устроена, что сначала такой взгляд, то есть даже самые лучшие подруги порой были сначала врагами, а потом становились лучшими подругами. И я считаю, что это все-таки природа. Перед тем, как наносить любой макияж, неважно, повседневный или нет, желательно использовать базы. Я использую минеральную базу, потому что ее можно использовать каждый день. Она не вредит коже. Плюс она увлажняет, закрепит весь макияж на целый день, он у вас не потечет. Имейте в виду, что косметика имеет свои возрастные ограничения. Нежелательно пользоваться тяжелыми тональными кремами, которые в основном пользуются взрослые женщины, которые после 35, молодой девушки. Интересно, а что думают девочки о макияже своих соперниц? Есть девочки, которые действительно хорошо красятся, уже мастера своего дела, как говорится, а есть самоучки, например, как я. Я несовершенно владею кистью и обрабатыванием своего лица именно. То, что визаж, подчеркивает свои глаза, губы. Я думаю, нам еще учиться. Пока что мне не нравится, не сказала бы, что прям не нравится, да, но я не в восторге от мейкапа и своего, и других девушек. Они вообще не умеют краситься. Никто не умеет краситься. Они даже элементарно нормально своих губ не умеют нормально красить. Когда вы наносите тональный крем, запомните правило такое: чем больше, это не значит, тем лучше. Лучше пусть у вас будет тонкий слой тонального крема, а потом уже все остальное. А чем хорош тональный крем? Он защищает молодую кожу, если это тональный крем именно для молодой кожи. Он защищает вас от негативных лучей. Есть, допустим, тональные крема, где на тюбиках написано SPF. Если SPF плюс 30, я не могу вам сказать то, что производитель прям гарантирует то, что он вам поможет. Плюс 15 еще правдиво можно звучать. А именно 30 плюс 50 производитель преувеличивает. Цель моего прихода в этот конкурс – я хочу выиграть, естественно. Также хотела представить нашу республику за границей на международных конкурсах красоты. Соперников у меня, в принципе, нет, поскольку соперник себе это я сам, вчерашний, можно так сказать, которая такая крашеная, желтыми волосами ходит. Она всегда открыто говорит, что она не скромная, что она яркая личность. Вот. Про нее я могу сказать, что негативное ощущение от нее исходит, и это чувствуется. Моя цель – победить, раз я сюда пришла. И я не думаю, что я пришла просто вот, как некоторые говорят, просто получить опыт. Я пришла лично вот именно взять корону. Сейчас такая вот дружелюбная атмосфера. Мы все-таки стараемся все-таки держать это все дружелюбно, вот дружескую атмосферу сохранять. Но вот последняя неделя девушки уже вот как бы уже понастроились хорошенько, уже вот как-то кулачки. Ну, это все-таки конкурс, и все равно дружелюбная атмосфера, она все-таки уходит на задний план. Потому что, я надеюсь, что мы не будем здесь драться там за корону, как обычно происходит, но мало ли что.
Некоторые люди принимают мою уверенность в себе за высокомерие. Но я думаю, что мы не будем драться. Мы не можем быть 100% на это уверены. То есть, если что, ты готова мазать? Ну, я боксом занималась. В принципе, могу ответку дать. Тем временем Камила нанесла тональную основу и перешла к контурированию лица. Контурирование лица я буду делать с помощью обычного тонального крема, только самый темный оттенок. Тональный крем, он намного легче тушуется, и он не течет. Мы начинаем рисовать скулы не снизу, не сверху. Начинаем рисовать именно по скулам, по щекам, то есть именно с середины. Кто хочет попробовать? Давай, Катя, она не накрашена. И сейчас. Ну давай, ты будешь ее красить. Красивые волнистые кудри – мечта многих девушек с прямыми волосами. Как сделать красивые кудряшки и при этом не повредить волосы? Об этом рассказала Камила уже в следующем занятии по парикмахерскому искусству. Сегодня делает локоны Айдана на Алинке. Верно? Да. Никто не против? Я против. Я против. Все против. Так, я сейчас покажу сначала. Для того, чтобы не сжечь нашей модели волосы, мы будем использовать термозащиту. Термозащита бывает нескольких видов. Это масляные, муссы и также спреи. Я даю предпочтение спреям, потому что они равномерно наносятся, быстрее высыхают. Существует несколько способов завивки локонов в домашних условиях. Самым простым можно смело назвать утюжок, который до недавнего времени чаще использовали для выпрямления прядей. Голливудские волны, в принципе, всегда были в моде. И в 60-х годах, и в 70-х, и 80-х. Правда, они вышли из моды в 90-е годы, когда все с ума сходили. Сейчас они опять вышли в моду. Делаются, на самом деле, очень легко. Такая прическа не пойдет круглолицым девушкам, у кого очень круглое лицо, пухлые щечки, потому что она еще больше увеличит округлость. Таким девушкам лучше наоборот прятать личико под прямыми волосами.